меня вообще своя какая-то политическая позиция, гражданская позиция была всю жизнь, потому что я к этой теме так или иначе была, подготовлена, да, или в некотором смысле я в этом находилась, потому что у меня мама в свое время баллотировалась в депутаты. Тоже вот эти вот периоды всяких предвыборных кампаний, вот эти гонки, эти разочарования, эти подставы, эти интриги, это же у них всегда это было. Поэтому мне это как бы знакомо, и вот эта вот обстановка политическая или околополитическая, или то, что мне это интересно, или то, что мне это нравится или не нравится, я как-то давно уже определилась, но никогда конкретно ярко не выражала. И я не знаю, может быть, кто-то читал мой пост о том, что... здесь, наверное, те, которые читают каждый мой пост. О том, что я все-таки как-то вот старалась нейтральную позицию держать, но в какой-то момент я подумала, что я уже хочу высказываться без каких-то там планов и амбиций самой быть частью политики. Тем не менее, я понимаю, что люди действительно настолько далеки от происходящего, а их мнение очень важно для самого же нашего же общества. Поэтому я решила, что надо каким-то образом вмешаться в плане того, что высказать свое видение. Будут люди согласны с этим, не будут с этим согласны. Это как бы не моя ответственность, условно говоря. Но сказать о том, как я думаю, я просто посчитала нужным. И на самом деле так немножко огребла, конечно, за это. И до сих пор продолжаю. Это вот так тихонько это все происходит. Довольно интересно. Я, естественно, не такая фигура, как Сардана Владимировна, да, но меня прям по касательно чуть-чуть это все дело коснулось, и я представляю, насколько гипертрофировано все, что происходит вокруг нее, потому что, это вообще по всем... Вчера я увидела, что там какой-то на YouTube мультяшный какой-то ролик закинули, настолько отвратительно, и я понимаю, на какую аудиторию это все направлено. То есть на ту аудиторию, которая вообще, в принципе, не интересуется, но у нее надо вызвать вот этот рвотный рефлекс в отношении этого человека. Заказ, наверное. Это очевидно, что это заказ. Потому что, настолько топорно и так некрасиво, и лишь бы, то есть цель оправдывает средства. Вопрос самооценки, он, как правило, очень напрямую связан с вопросом самоидентификации, да, вообще понимания себя. Насколько хорошо ты понимаешь себя, отвечая даже на вопрос, а что бы я хотела заказать в ресторане? А вообще, чего я хочу? Или что я хочу купить в магазине? Почему очень много людей делают эти импульсивные покупки? Потому что они не знают, что им нужно. Кстати, я вообще не считаю, что конкретно, допустим, какие-то персонажи, да, которых я, допустим, как-то затрагивала, да, конкретно их как человека я не могу сказать, что Лина Малина плохая, там, допустим, да. Есть просто какие-то проявления, которые вредны, в моем представлении, вредны для общества. Там. Те же Юстюмсю, когда они начинают фигачить, ходить там по заведениям и говорить, так, ты же якутка, ты не должна тут это, да, или что-то ты должна. Покажите мне этот кодекс якутки, да, где прописано, что и как должно происходить. Наверное, если бы этот кодекс существовал, меня бы и не было бы тогда вообще в природе, да, в принципе. Или у меня родители преступниками были бы, да, просто-напросто. Как-то вообще глупо. Нагнетание какого-то такого тревоги, да, страшной. Я потом просто все, я выключила все, я отписалась от всех этих, Якутия, коронавирус, штаб, там это все. Я нафиг все закрыла, ничего не поменялось. А что я сделала? Я маску ношу, руки мою, да, как бы в общественные места, там все закрыто было, никто никуда не ходит. Я вообще сижу дома. И мне главное по кайфу сидеть дома, но мониторинг этих новостей, он, конечно, очень сильно выбивал из состояния такого спокойствия. Просто у меня представление о том, что эти оптимизации, они все равно будут усиливаться. Медиков прилично уже и так оптимизировали, да, а я один раз очень сильно насторожилась, когда... Молодой человек так плохо смотрит, как будто или это из-за солнца, да? Я когда начала говорить про это, я смотрела прямой эфир Анатолия Семенова, министра нашего, да, инноваций, там, связи, технологий, да, и я ему задавала вопрос тогда про этот креативный кластер. На тот момент, когда еще его, по-моему, в Илтумене не одобрили там в каком-то чтении. По-моему, его сразу одобрили, но еще был какой-то момент откатиться назад, да. Я думаю, вряд ли это было возможно. То есть, если настрой был продать этот рыбзавод под креативный кластер, то это... А меня просто все бесило, что у нас в Якутске нету нормального приюта для семей, да, пострадавших
И зачем как бы вот это вот здание? Просто отдавать опять под IT. У нас же есть IT-парк, причем есть он на Труда, есть целое гигантское здание на Ленина 1, да. Там 7 факультетов, по-моему, раньше помещалось спокойно, да, а сейчас как бы вот это вот все под IT. И вот такое ощущение, что вот с такими вливаниями у нас просто вообще мы там, ну, уже действительно Маска своего, Илона Маска должны сформировать, да. И опять под этот какой-то креативный кластер. Я ему задаю вопрос, он полностью прям будет вот под детей талантливых, которые подают какие-то надежды, да, или которые проявляют какие-то способности? Он говорит, ну нет, конечно, да, там будет в аренду, ну то есть опять, да, большой торговый центр. И вот эта тема меня, конечно, вообще выбешивала, тем более, сколько было, вот там как раз была волна вот этих вот у меня обсуждений в директ на тему насилия, да, и плюс там детского, чего-то, и ты опять понимаешь, и тебе пишут женщины, которые приезжают там откуда-нибудь в город, или у которых ребенок застрял в деревне там с отцом, она не может его забрать, она сейчас в городе, оказывается, она хочет куда-то уехать, быстренько съездить, забрать его, а жить ей негде, ну вот какая-то вот такая бесконечная ерунда, и я понимаю, что эта проблема же сама собой не решится, даже с тем, что коронавирус закончится и все, да, она не пропадает. И эта проблема усилилась вообще во всем мире в том числе, а у нас это прям гипертрофировано. И вот на этой волне, и потом, когда ему задали вопрос про образование, про учебу, про учителей, и он так вполне внятно сказал, что мы будем переходить на дистанционное образование, на онлайн-образование. Этот опыт нам очень многое показал. И я говорю, то есть пойдут сокращения учителей теперь? Но он сделал вид, что он не заметил этого вопроса, конечно, хотя на все предыдущие отвечал мне, ну, как-то, в общем, вот так вот. И я думаю, что это действительно такая вполне реальная перспектива, что действительно и учителей будут сокращать. Поэтому по части школы я единственное, вот, ну, на что, мне кажется, вот, делала упор каждому педагогу, это на развитие общения на уровне эмоций, то есть вот этот эмоциональный интеллект. Однажды одна знакомая рассказывала про то, что она пол своей школьной жизни прожила в Финляндии, а половину в Карелии, ну, они там недалеко, или в Мурманской, там, по-моему, области, да. Основная разница финской, вот той школы, в которой она училась, и здесь даже, говорит, не в содержании, да, учебного материала, а в том, как взаимодействуют ученик и учитель. Конфликты есть в любой стране, в любой школе, в любом классе, среди любых детей, да, и богатых, небогатых родителей, там, умных, неумных, там, ученых, неученых, неважно, абсолютно везде и все, но педагог везде себя ведет по-разному. В Финляндии, вот как она объясняла, учитель просто останавливает урок, ну, то есть прекращает вещать учебный материал, и он решает эту конфликтную ситуацию, которая произошла. И это я тоже неоднократно слышала про образование в той же Америке или в Канаде, да, то есть педагоги очень четко отслеживают вот психоэмоциональное состояние детей. Им не важно, что вот они, им важно, как себя чувствует ребенок. И если вот вдруг что-то происходит, резкое изменение, да, в поведении ребенка, они это всегда отследят. И у них психологи в школе не для того, чтобы сказать родителям, какие вы дураки, да, а для того, чтобы действительно решать какие-то конфликтные ситуации. И, по идее, вот, ну, вот эта наша система палочная или там отчетно-галочная, она, конечно, все ломает, она все губит. Все как бы оно в рамках, на бумаге все красиво, правильно, хорошо выглядит, а по факту не реализовывается так, как нужно. Я, как человек, которого отдали в 6 лет, причем не 1 сентября, а какого-то там 24 октября, я вообще вот прям категорически против. Я не знаю, как сейчас обстоят дела в школе, да, но в советское время это была жесткая дедовщина в плане того, что ага, ты типа родился на 1 день раньше, да, позже, да, ты моложе меня, все, как бы. Вот тот, кто старше, тот прав. Вот это тоже дебильная система, да, старший прав, как бы. Вот вроде как, я не знаю, сейчас такого не транслируют, но тем не менее периодически вот я где-то слышу, да, когда вот этот эйджизм включается у поколения, которое говорит,
ты поживи там с моё. Я думаю, ну почему мне твой опыт должен быть каким-то вот авторитетным мерилом понимания того, что мне нужно или не нужно, да? Поэтому есть возможность, не надо. Когда говорят, допустим, что педагоги не имеют влияния, конечно, они имеют влияние. Очень большое влияние они имеют. Нельзя перекладывать всю ответственность на учителей, но тем не менее их влияние колоссальное. Допустим, я со своим этим шестилетством, ну, у меня, короче, до переходного возраста для меня школа это был вообще бесконечный стресс. Я вообще так страдала, меня вот прям ненавидела. Я маме говорю, можно я не пойду? И она мне иногда давала какую-то передышку, ну, понимая, что это же ее косяк, она меня в 6 лет сама засунула, да, чтобы какую-то вот, я не знаю, внутреннюю победу ощутить, да, что вот она такая умница, и у нее дочка тоже такая умница, что она в 6 лет, в принципе, догонит сейчас программу, которую они за 2 месяца почти проходили. И это было вообще жесть, что, во-первых, догонять. А у нее еще такие дебильные эти советские лозунги «догнать и перегнать», да, вот какие-то вот. И я думаю, блин, вот я потом просто думала, ну зачем вообще вот это все нужно было, да, ну можно же было пойти дальше. У нас там что-то то ли ремонт был в садике, то ли я болела, да, и вот они зачем-то какой-то эксперимент такой решили провести, да. Ну почему нельзя было меня обратно в подготовительную группу и оставить меня в покое, да? Мне было очень комфортно, я любила коллективы, я любила ответственность какую-то, но вот попав в другую среду резко, внезапно, я, конечно, растерялась, и это был такой неприятный опыт, но, наверное, все, что нас не убивает, делает сильнее. Родители, они же не рождаются, это мы в детстве наделяем их всемогуществом, это нам кажется, что это волшебники, которые вообще, а они обычные люди просто, да, такие же, как мы вот сейчас или там когда-то. И потом, когда, ну, мы взрослеем и начинаем что-то понимать, что-то осознавать, конечно, нам кажется, так обидно, они так вот это сделали, там вот то-то сделали, да. Ну, понятно, разные вещи бывают, и не все можно оправдать, и не все можно понять. Многие думают, что простить это значит как бы обнулить все негативное, что сделал, ну, другой человек, и наделить его обратно какими-то положительными характеристиками. Это не есть так. Ну, это, конечно, не вам надо объяснять, это другому количеству людей, которые в целом, ну, не понимают, что такое прощение, что такое принятие. Вот, потому что, ну, часто же думают, что простить, это значит сказать, типа, ну ладно, все, я тебя прощаю, ты обратно хороший, да?